Сегодня вы узнаете, когда, как и где появился таджикский язык. Дорогие друзья, давайте на мгновение представим, что мы отправляемся в путешествие во времени. Мы перенесемся сквозь тысячелетия, чтобы узнать о языке, который стал сердцем и душой таджикского народа. Сегодня я расскажу вам историю таджикского языка, откуда он пришел, как он развивался и чем гордится до сих пор. Но прежде чем начать, хочу сказать, ваш интерес и внимание к этой теме вдохновляют меня. Если вам понравится этот рассказ, поддержите его лайком, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. Это так просто, но именно это позволяет нам продолжать создавать такие выпуски для вас. Итак, начнем. Первые шаги. Истоки таджикского языка. История таджикского языка уходит корнями в глубокую древность. Если заглянуть на тысячи лет назад, в эпоху древнеиранских языков, то можно найти его истоки. Древнейший из них – авестийский язык, который использовался для написания священных текстов зороастрийцев, таких как Авеста. Этот язык был распространен на территории, где ныне находится Таджикистан, и оставил след в культуре и языке региона. Но таджикский язык напрямую не происходит от авестийского. После него на сцену вышли так называемые среднеиранские языки. Среди них был Пехлеви – язык Сасанидской империи. На этом языке создавались литературные произведения, велись государственные дела, и он оказал значительное влияние на будущие формы иранских языков. Эпоха изменений, арабское завоевание и новоперсидский язык. VII век стал поворотным моментом для многих культур и народов региона. Арабское завоевание принесло не только новую религию, но и новый язык. Однако таджики не потеряли свои корни. Наоборот, произошло удивительное явление. Восточноиранские языки начали соединяться с элементами арабского языка, создавая основу для новоперсидского языка, известного также как дарий. Новоперсидский язык стал универсальным средством общения для огромной территории, от Ирана до Центральной Азии. На этом языке писались поэмы, велись государственные документы, он стал языком науки и культуры. Саманидская эпоха. Рождение таджикской литературы. IX и X века называют «золотым веком» таджикской культуры и литературы. В это время правители Саманидской империи сделали новоперсидский язык официальным языком двора и науки. Именно тогда этот язык стал основой для таджикского. Вы, наверное, слышали имя Рудаки. Этот великий поэт, который жил в IX веке, считается отцом таджикской литературы. Его произведения до сих пор читаются, изучаются и вдохновляют миллионы. Рудаки использовал язык, который мы сегодня называем таджикским, в своих поэмах, делая его литературным и культурным достоянием. Советский период. Испытания и перемены. В XX веке таджикский язык столкнулся с новыми вызовами. В эпоху Советского Союза арабский алфавит, на котором писался таджикский, был заменен сначала латиницей, а затем кириллицей. Это решение было направлено на упрощение обучения, но одновременно отрезало язык от его культурных и религиозных корней. Тем не менее, таджикский язык выстоял. Он продолжал развиваться, сохраняя свою самобытность. В 1989 году он был признан государственным языком Таджикской ССР. А после обретения независимости в 1991 году языком независимого Таджикистана. Современность – язык, который объединяет поколения. Сегодня таджикский язык является неотъемлемой частью жизни миллионов людей. Он сохранил свои связи с новоперсидским, но обогатился уникальными элементами, отражающими культуру и историю Таджикистана. Этот язык – свидетель великого прошлого и символ гордости народа. Дорогие зрители, сегодня мы отправились в удивительное путешествие, чтобы узнать, как появился таджикский язык. Это история о выносливости, о силе культуры и о том, как народ смог сохранить свое наследие сквозь века. Если вам понравился этот выпуск, оставьте ваш отзыв в комментариях. Поделитесь своими мыслями, ведь ваши слова вдохновляют нас на создание новых историй. Поддержите наш труд лайком и подпиской. Это для вас всего лишь клик, а для нас огромная мотивация. И помните, язык – это душа народа. Берегите его, говорите на нем, гордитесь им. До новых встреч, дорогие друзья!